В студии Ама Рекордс рабочая атмосфера. Ребята репетируют, обсуждают, планируют. Проект масштабный и очень интересный. Главная его цель – популяризация абхазской народной музыки. К творческому процессу планируется привлечь певцов и исполнителей народной музыки разного поколения. Аранжировки будут записываться с использованием различных абхазских народных инструментов и хорового пения в миксе с современными инструментами. Мы, конечно, большей частью в эстрадном направлении работаем, но чтобы именно, так сказать, задеть вот эту тему народную, мы привлекаем фольклористов, хоры и так далее. Вот работа только началась, и в этом плане хотим как-то широкий охват взять, то есть использовать как можно больше людей, которые имеют именно в этой области знания, в области народной музыки, народных инструментов, наигрышей, песен и так далее. То есть и хотим, чтобы у нас получился какой-то симбиоз эстрадной и народной музыки. Дежин Чурей – сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований. Она фольклорист, занимается изучением музыкального наследия народов Кавказа. Хорошо играет на национальных инструментах. В этом проекте она исполняет адыгские наигрыши. По словам Дежин, подобные проекты способствуют сближению народов в творческом и духовном плане. Мы говорим все время, абхазы, адыги, они единый народ по генетически, по языку, по всему, самые близкие народы. Но надо это показать через искусство, потому что искусство, оно такая вещь, это зрительное. Люди все это воспринимают, когда красиво. Я думаю, эти ребята уже опытные. Я там буду их слушать и как исполнять то, что нужно. Но я очень радуюсь, что это уже вот скоро выйдет. И для меня большой опыт. Потому что здесь современные инструменты, и вместе с традиционными инструментами это уникально. Компания «Агвафон» постоянно поддерживает своих партнеров. Это сотрудничество длится уже 5 лет. В прошлом году компания откликнулась на предложение о спонсировании сотрудников Ама Рекордс и оплатила обучение Анри Гумба и Алхаса Марколя в звукозаписывающем учебном центре. Это крупнейший в России сертифицированный центр немецкой компании по производству студийных программ. В этом году первый мобильный оператор вновь решил поддержать студию в создании проекта «Абхазская народная музыка» в современной обработке. Очень интересно наблюдать за этим процессом. В активной фазе мы его увидим несколько позже. Сейчас музыканты работают над инструментальной частью. На самом деле очень интересно наблюдать за работой профессионалов. Вообще видим работу Ама Рекордс как очень патриотичное, очень осмысленное, глубокое начинание, поскольку все, что делают ребята, оно пронизано как профессионализмом, так и глубокой любовью к нашей национальной культуре. Абхазская народная музыка имеет богатую историю, к тому же обладает специфическим звучанием, гармонией, многоголосием и разнообразием народных инструментов. Музыканты Ама Рекордс стремятся придать современное звучание старинным композициям для того, чтобы они стали популярными, особенно среди молодежи. Суть в том, чтобы народные песни как-то возобновить, чтобы они были на слуху, и мы хотим их сделать в новой обработке. Песен будет около 12-15 песен в альбоме. Туда войдут как и народные абхазские песни, и адыгские песни, и какие-то наигрыши наших репатриантов в Турции. За время сотрудничества «Агвафон» и Ама Рекордс были реализованы крупные проекты. Среди них телевизионный «Райда», музыкальный «Апснестар», 2 части музыкального фильма «Харахару Ария Хабы», фильм «Акомюа», а также гастрольный тур музыкантов Ама Рекордс с песнями проекта «Харахару Ария Хабы». И все это при поддержке компании «Агвафон». Конечно, особое место в этой череде занимает проект «Харахару Ария Хабы», где ребята Анри, Тимур, Алмазхан, Алхас отвечали за музыкальную часть проекта. Идея этого проекта возникла еще в 2014 году. Ребята задумали обработку национальной этнографической абхазской музыки, но подошли к этому вопросу очень серьезно. Они поняли, что необходимо более глубокое профессиональное погружение. Для этого мы помогли им пройти обучение в немецкой студии «Штайнберг». В прошлом году завершилось обучение. В этом году те знания, которые получили ребята в ходе обучения, уже стоят на службе проекта «Асаркял». «Асаркял» – так будет называться сборник композиций в аранжировке. Название диска окончательно было утверждено на его последнем обсуждении. Работу по его созданию
планируется завершить в конце 2016 года. Сотовая компания и впредь намерена поддерживать подобные значимые проекты, поскольку наряду с социальными проекты, связанные с сохранением культурного наследия, являются одними из приоритетных в работе Аквафон. Эйлана Лассурия, Беслан Джинджоля, Абхазское телевидение.